Как известно, 27 августа в Магасе состоялось торжественное открытие национальной телерадиокомпании «Ингушетия». Скажите, насколько важно это событие для региона и округа в целом? Спасибо. Первое ощущение, впечатление, когда я вошел в это прекрасное здание, я хотел сказать ему: Узбек Григорьевич, прячьте это, закрывайте, никому не показывайте. Потому что это такой роскоши, я не знаю, так сказать, ни одного субъекта Российской Федерации практически нет. Такими студиями обладают федеральные государственные компании, самые крупные, таким ресурсом, такими шикарными залами, так сказать, студиями, где можно делать различные ток-шоу, различные программы, с такой аппаратурой, с такой техникой, но только можно позавидовать. Вот, Узбек Григорьевич, опять, видите, впереди планеты всей. Но на самом деле это очень важно, это знаково, потому что это дает возможность достаточно качественные сюжеты, репортажи транслировать не только для населения, для жителей Республики Ингушетия, но я думаю, что и распространять сигнал далеко за пределами Ингушетии, показывать репортажи по всей Российской Федерации, по Северокавказскому федеральному округу. А я думаю, даже и дальше можно пойти потом потихонечку, заключив соглашение с Rush Today, выходить уже из-за пределы и на другие страны. Поэтому, поздравляю вас с этим. По-доброму завидуем, скажем так. Спасибо. Добрый вечер. Лейла Куштова, национальная телерадиокомпания «Ингушетия». Скажите, пожалуйста, а планируется ли в будущем вообще создание общего телеканала на Северокавказский округ? Есть ли вообще такие планы? Спасибо. Знаете, у нас такие планы были. Но самое сложное, с чем мы столкнулись в ходе реализации этой идеи, вы лучше меня знаете, вы профессионалы, это контент. А чем наполнять эту всю историю? Представляете, он должен работать 24 часа в сутки, его надо наполнять какими-то содержательными вещами, просто потом в каком формате он должен функционировать. Мы потихонечку двигаемся в сторону того, что либо делать такой полномасштабный или полноценный канал вместе с ВГТРК на их сетке и, по большому счету, вещать ее на Северокавказский округ, а лучше из-за пределы Северокавказского федерального округа. Но еще раз, самый важный вопрос – это чем наполнять. У нас, я понимаю, что много событий происходит на территории округа, но таких событий, которые мы могли бы действительно транслировать, которые были бы интересны, условно, жителям Сибири, Дальнего Востока, но маловато. У нас мало таких профессиональных ток-шоу пока что готово в этой части. Поэтому идея была, мы ее не оставили. Мы вообще считаем, что у нас большой дефицит информационной политики, качественной информационной политики. Я считаю, что сегодня, знаете, смотреть только «Пусть говорят» или «Давай поженимся» – это не тот формат, который нужен сегодня нашей молодежи, и вообще не тот формат, который что-то креативного создавал бы для людей и каким-то стимулировал человека к каким-то интересным действиям. Я просто пример привожу, когда у меня дочка приехала, проработав некоторое время за рубежом, включила канал, говорит, в ужасе, я, говорит, в депрессии. Я говорю, почему? Я включила первый канал, я не поняла, куда я приехала. Мне хочется отсюда бежать. Я, говорит, посмотрел, давай поженимся, пусть говорят, потом новости. Ну и, собственно, все, и ничего не осталось. Настроения больше нет. И так нельзя. У нас, на самом деле, действительно, мы перестали показывать интересных людей, мы перестали показывать события, которые происходят на Северном Кавказе, да и в России в целом. У нас было большое количество интересных мероприятий в День знаний 1 сентября. У нас открывались школы новые, детские садики, у нас православные школы, мусульманские школы, исламские школы открывались. У нас ребята пошли в университет. У нас много интересных вещей показано. У нас показывают, всегда любят на телевидении то, что плохо. Где-то прорвало, застрелили, убили. Вот это вот показывают. Поэтому сухой остаток. Тема, она еще актуальна. Мы действительно сейчас работаем над концепцией. Такой задачи поставлена президентом и Первому каналу ВГТРК действительно подумать и предложить концепцию вот этого канала. Надеюсь, что в ближайшее время как-то двинемся в этом адрес. Предложите свою концепцию. А предложить идею, может быть, на самом деле на базе прекрасного вашего замечательного, так сказать, коллектива. И можно, может быть, сформировать такое ядро и предложить продукт, который можно потом продавать или размещать по всей России. Почему нет? Любые амбициозные идеи хорошие, предлагайте.
Добрый вечер. Марьяна Дзаитова, НТК Ингушетия. Уровень безработицы в Ингушетии долгое время, насколько мы знаем, оставался очень высоким. И тем самым создавая на этом фоне много социальных проблем. Вот скажите, пожалуйста, на каком уровне сейчас стоит данный вопрос и что еще предстоит сделать в этом направлении для улучшения данной ситуации? Спасибо. У нас в стране любят говорить все в целом. Вот в целом у нас показатели динамик очень хорошие на Северном Кавказе. Но у нас за последние несколько лет, 2-3 года, количество безработных сократилось практически на 200 тысяч человек. Такого показателя нет ни в одном округе Российской Федерации, федеральном округе. Но вот, тем не менее, если поглубже мы залезаем в эту цифру, то видим, по индексу промышленного производства, то в Республике Ингушетия у нас и на уровне Российской Федерации сегодня вышло на достаточно высокий качественный уровень по наращиванию уровня промышленного производства. Это значит, создаются рабочие места, но, наверное, не такими темпами, как нам бы хотелось. Вот, поэтому здесь несколько задач, которые мы должны решать. Понимаете, с одной стороны, мы должны повышать качество услуг социальных для людей. У нас же достаточно высокая демография на Северном Кавказе, в том числе в Ингушетии. Это очень здорово. Мы, когда на фоне Российской Федерации говорим о том, что посмотрите, мы впервые преодолели порог, так сказать, убыли естественной, посмотрите, впервые у нас прирост демографический, то тогда Северный Кавказ учитывает. Все здорово, потому что в совокупности вместе с Северным Кавказом у нас динамика хорошая. Вот, а когда начинаем говорить, а посмотрите, сколько социальных услуг мы оказываем на Северном Кавказе, тем же там детям, тем же матерям, которые должны, так сказать, рожать в нормальных родильных домах, им должны оказываться нормальные медицинские услуги в перинатальных центрах, то оказывается, что на Северном Кавказе мы ниже среднероссийского уровня и даже не дотягиваем до 50% среднероссийского показателя. Поэтому сегодня принято решение на федеральном уровне, с одной стороны, что мы должны в ближайшие 3 года, построить здесь детские больницы, построить родильные дома, построить перинатальный центр. Мы должны построить детских садиков столько, чтобы вообще забыть про то, что такое слово «очередь» детские сады. И вы знаете, что Владимир Владимирович очень жестко следит за этой задачей, и мы никуда с вами не денемся, мы эту задачу обязаны будем решить, и мы построим здесь такое количество детских садиков, которые позволят родителям не задумываться о том, куда отводить своих детей. Мы должны завершить, в конце концов, двухсменное школьное образование. Это стыдно, когда в территориях дети учатся в 2 смены. Вообще от этого страдает качество образования. Но если еще 2 года назад, Инзбек Гумирович меня поправит, у нас здесь еще было 3-сменное образование, и количество школ с 3-сменным образованием у нас около 30 было, да? Да, то нам за короткий период времени удалось сократить это количество до 15. Ну, а теперь объясните мне, что такое учиться в 3 смены. А потом мы с вами удивляемся, почему наши ребята, которые выходят после этой школы, не знают, чем себя занять, не знают, куда пойти. Ну и, собственно, появляется большое количество, в том числе и асоциальных людей, которые, по большому счету, не хотят даже каким-то образом адаптироваться и не понимают, что такое вообще среда, в которой они живут, и не понимают ничего цивилизованной культуры. Поэтому стоит задача, да, сперва ликвидировать любое 3-сменное образование. Это значит, 15 школ должны здесь быть построены в ближайшее время. А через количество строительства этих 15 школ, у вас и 2-сменное образование будет сокращаться быстрыми темпами. Вот это задача, которую Федерация берет на себя, и такую задачу мы поставили, что это будет финансирование с федерального бюджета. И мы планируем строить ускоренными темпами. Не откладывать это на какие-то там 30-й год, 50-й год, а вот конкретно решить. Вы знаете решение Владимира Владимировича по поводу повышения заработной платы бюджетникам. Это значительная подпорка, это значительный рост. И сегодня я знаю, что Республика Ингушетия активно выполняет поставленные президенту задачи в те сроки, которые обозначены. Но говорить, что наша заработная плата сегодня педагогических работников, или вот мы в детском садике сегодня спрашивали среднюю заработную плату, говорить, что она достаточна, это неправильно. Но она идет приравниваться в среднем по экономике. Значит, как бы мы ни говорили, мы должны поднимать экономику. Мы должны наращивать темпы экономического производства. Значит, чтобы это сделать, государство говорит, во-первых, давайте не будем забывать, что мы сегодня живем в очень непростое время. У нас кризис сегодня, на самом деле, в мировой экономике. У нас сегодня
темпы роста мировой экономики просто стагнируют, замедляются. Говорить, что на этом фоне Россия каким-то образом самостоятельно сможет развивать экономику быстрыми темпами, это несерьезно. Наверное, вчера вы слышали, показывали интервью Владимира Владимировича Путина, который говорит, мы, к сожалению, вынуждены сокращать части расходов федерального бюджета. Но не секвестр, а сокращать расходы для того, чтобы отнести их на более поздние сроки. Потому что не готовы мы на сегодняшний день в связи с кризисом огромные вкладывать деньги в развитие экономики, такими темпами, как планировалось раньше. Но в этой связи, тем не менее, что касается республик Северного Кавказа, стоит задача создания новых рабочих мест. Каким образом мы планируем это делать? Прежде всего, никто не отменял федеральную целевую программу развития Юга России и развития Республики Ингушетия. В рамках этих целевых программ там уже обозначено огромное количество объектов и проектов, которые должны быть реализованы на территории Северокавказского округа. Часть проектов уже закончилась, потому что ФЦП Юг само по себе закончилось. ФЦП Чеченской Республики завершена, ФЦП Ингушетии у нас еще будет продолжаться и в 2016 году. В рамках этой ФЦП существует и значительное количество объектов инфраструктуры, строительных объектов, промышленных объектов, которые мы должны построить. Я думаю, что Инсбек Нургеревич вам неоднократно про них говорил. Я просто в названиях могу запутаться. Это в основном отрасли. Это и деревоперерабатывающая индустрия строительных материалов, новых технологий. Это промышленное производство, имеется в сфере производства минеральной воды и многие другие предприятия, которые там заложены. Значит, у нас на территории работают инструменты, институты, которые мы создали, такие как Корпорация развития Северного Кавказа и курорты Северного Кавказа. Значит, Корпорация развития Северного Кавказа реализует совместно с вашими предприятиями часть проектов. Курорты Северного Кавказа сегодня защитились, вы знаете, утвердили проект развития горнолыжного курорта в Ингушетии, попал в перечень тех проектов, которые корпорация будет реализовывать. Деньги под это выделяются на сегодняшний день, никаких сбоев там быть не должно. Значит, сейчас надо заниматься окончательным проектированием земли, передачей, так сказать, в управление курортом Северного Кавказа. Это тоже проекты будут реализованы. Но сегодня мы обсуждали другую вещь. Мы говорим, что те темпы, которые мы набрали, и несмотря на то, что цифры по сокращению занятости, безработицы у нас достаточно высокие, нас не устраивают. Поэтому надо что-то новое. Не надо забывать, условно, советский опыт. Даже из того же советского опыта можно взять что-то самое лучшее. Тогда, собственно говоря, действительно в советское время активно занимались размещением и планированием размещения производственных мощностей трудовых ресурсов. Да, была такая экономическая миграция и мобильность. Когда мы понимали о том, что надо занимать людей, и мы развивали оборонно-промышленный комплекс, развивая предприятия оборонно-промышленного комплекса, химической промышленности, перерабатывающей промышленности, развивали в наших республиках. И это создавало, во-первых, приток, в том числе и русскоязычного населения среди инженерно-технического персонала, ИТРовского персонала. Вот, пропадало вот это вот межнациональное, так сказать, недопонимание. Люди жили вместе с семьями, общались, дружили, ходили в школу дети и так далее. Ну и плюс это большое количество занятых. При развале Советского Союза у нас половина предприятий остановилась, половина закрылась. Как видите, они все стоят. Значит, мы сегодня обсуждали, как можно перейти сегодня к локализации. И решили, что первым этапом мы сейчас будем готовить порядка 30 пилотных проектов, которые будут связаны с импортозамещением. Импортозамещение означает о том, что хватит привозить с Запада продукцию, да, так сказать, можно эту продукцию производить у нас вместе с Западом. Только степень локализации, то есть глубина переработки или глубина производства должна быть не меньше 50%. Вот поставлена задача сегодня таких 30 пилотных проектов предложить для территории Северокавказского федерального округа. Это сразу рабочие места большие, достойная заработная плата и решение в том числе налоговых проблем. Но сегодня присутствовали представители предприятий, они задают вопрос, это все здорово, но самая большая проблема той же Ингушетии – это отсутствие кадров, профессиональных, трудовых кадров. Где мы их возьмем? Я говорю, подождите, безработица. Нет, безработица – это еще не кадры, это люди. А вот чтобы могли их взять, их надо где-то научить. А учить надо их опережающе. Значит, сегодня под ту программу мы должны развивать среднепрофессиональное и техническое образование здесь. У нас, конечно, я понимаю, что все ингуши, да не только ингуши, осетины и чеченцы, все сразу хотят высшее образование получить. Считают, что вот сразу последний дом продам, но пойду получу высшее образование. Это абсолютно
утопичный путь, он в никуда. Сегодняшние профессиональные современные техникумы, это просто космический корабль. Это приблизительно то же самое, что у вас в студии, где ребят готовят на самом современном оборудовании, ребят получают самые высококвалифицированные профессии. А сегодня, кстати, рынок не работодателя, а сегодня рынок как раз трудовых ресурсов. Сегодня работодатели бегают за качественными кадрами. Ребята, получив эту профессию, идут на работу, а после работы они могут дальше получить высшее образование, занять лидирующие позиции. Это гораздо быстрее путь к успеху, к формуле успеха, нежели чем, извините, получить образование высшее по профессии, которое тебе не интересно, а потом долго искать, куда тебе пойти и чем тебе заняться. Поэтому сегодня было предложение о том, что мы должны где-то, ну, как минимум по 5 таких профессиональных техникумов построить в каждой из наших республик. С одной стороны, это даст возможность не только загрузить, создать площадку для трудовых ресурсов здесь, в Ингушетии, но эти ребята также будут востребованы по всей России. Потому что, условно, МРСК по Северному Кавказу, энергетическому, строит такой техникум или вместе с нами. И потом забирает ребят, они сразу востребованы, они разъезжаются по всей России. Мы строим новые станции, там, мы строим новые предприятия на Дальнем Востоке. Ребята получают там сразу автоматически работу, они получают достойную заработную плату, присылают родным, близким, содержат свою семью, работают вахты, приезжают обратно, на другие объекты проехали. Есть такие примеры? Есть. У нас есть сегодня такой пример. В Дагестане первую такую технику мы построили. Вы не поверите, у нас ребята с Ингушетии туда едут и поступают, чтобы попасть в эту технику, потому что там на расхват. Это очередь 70 человек на место. Прислушать попасть, потому что гарантированно ребята трудоустраиваются. Вот это задача, еще одно направление, которое мы сегодня обсуждали. Ну, еще один момент, который мы сегодня коснулись, это, безусловно, индустриальные парки. Это отдельная история. Это на базе чего, собственно, должна развиваться локализация производства, на базе чего должны развиваться промышленные предприятия. И, конечно, мы коснулись сегодня такой темы, как те сельхозпроизводители, которые уже сегодня что-то производят, никак не могут пробиться в сеть. В торговые точки, в торговые сети такие достаточно крупные. Мы не можем нашу продукцию реализовать. Ну, к примеру, чтобы вы просто понимали, что в день на Олимпиаде нам требуется 1 миллион бутылок воды. Вот в день. Олимпийские игры вот в Сочи будут 1 миллион бутылок воды. Ни один наш производитель не может пока что пробиться, чтобы поставлять эту свою минеральную воду непосредственно туда. Много тому есть причин. Я всегда говорю, что вот эту... Нет, сейчас скажу, что я рекламу, какую-то антирекламу даю. У нас сегодня, условно, берете минеральную воду, вот здесь, на Северном Кавказе, она одна, а в Москве она другая. Потому что нет сегодня регуляторов, которые запрещали бы из-под крана в Москве разливать воду под таким же названием, как бы в бутылках. Поэтому есть много проблем, с которыми надо сегодня заняться. Я считаю, сегодня была очень интересная, содержательная беседа. Мы обсудили весь контур вопросов. Выяснилось, что сегодня, оказывается, очень плохо сюда доходит информация. Половина наших чиновников, руководителей не имеют представления о том, что федеральный бюджет выделяет субсидии на приобретение оборудования в колледже и в техникуме. То есть деньги лежат, половина народа их не берет, хотя можно взять деньги и, собственно, у себя развивать. Но, кстати, Ингушетия в этом плане на первом месте. Как раз республика участвует активно в этих проектах. 2, по-моему, техникума сегодня участвуют, получили современное оборудование. Но опять специализация. Пожарники и кто-то второй еще что-то. А? Да. Я говорю, а где инженеры, строители? Почему вот этот техникум? Мы опять будем готовы. Тоже надо, понимаю. То есть федерация помогает. Сегодня выделяются субсидии на субсидирование процентной ставки по займу. Половина людей не знает. Там сегодня предприниматель из Осетии удивился, оказывается, что он может получить реально льготу и вообще, так сказать, получить квоты на вырубку древесины спокойно, так сказать, в доступных территориях. Это вообще обойдется ему дешево. Незнание законов не освобождает, как бы, да. Поэтому, к сожалению, многие не информированы сегодня в территории, какие преференции существуют у нас на федеральном уровне. По-моему, я сам уже устал от того, что я говорю. Может быть, я остановлюсь. Я могу долго рассказывать. Но в целом вот этот подход сегодня отработал. Я считаю, что очень важное, очень знаковое совещание. Мы не остановимся на нем. Я вам точно могу сказать, что по приезду в Москву мы в обязательном порядке, я еще на уровне правительства соберу соответствующих курирующих министров, и мы выработаем конкретный план действий до конца года. Я вам точно говорю. Добрый вечер всем. Ахмед Хашигульгов, национальная телерадиокомпания «Ингушетия». Александр Геннадьевич, сегодня очень много способов диалога власти с народом. Это и горячие линии, это и видеоблоги чиновников. Уважаемый Юнусбек Бамангиревич и вовсе свой мобильный телефон разместил в интернете. Не свой, не верьте.
Есть такая информация. Вот, на ваш взгляд, Двойник сидит. вот этих мер достаточно для того, чтобы понимать ситуацию? И на сегодняшний день есть возможность или необходимость создавать новые какие-то формы общения власти с народом? Спасибо. Вы знаете, по-моему, все формы, они известны. Ничего не надо придумывать. Я всегда говорил о том, чтобы победить пресловутую коррупцию или преодолеть чиновничий барьер, нужно две вещи. С одной стороны, нужны институты гражданского общества, которые должны развиваться. Их нельзя тормозить. Надо давать возможность людям объединяться в общественные организации. Потому что каким бы мобильным Юнусбек Бангереевич не был, пока не прыгал с парашюта, то, собственно говоря, он все равно физически не в состоянии объехать всех. Это невозможно со всеми пообщаться. Да, поэтому даже легче, когда есть люди, делятся по каким-то различным группам, которые могут отстаивать свои интересы, у которых какие-то прогрессивные идеи, которые могут потом выходить на уровень руководства и излагать свою точку зрения, иметь с ними диалог. Поэтому институты гражданского общества – это одно. И второй ключевой момент – это независимая судебная система. Вот когда эти две вещи существуют в государстве, мы можем сказать, что есть диалог власти и общества. Второй момент, который существует здесь, это во всем мире есть такое понятие, как социологический опрос. Любой руководитель, который приходит, он делает первую вещь. Он задает каждому человеку вопрос, населению своему, при помощи телевидения и всего остального, говорит, какие проблемы вас больше всего беспокоят. Вот на первое место безопасность, отсутствие дошкольных учреждений, очередь в детские садики, высокая стоимость ЖКХ и так далее и тому подобное. И дальше он это публикует. Проходит какой-то период времени. Он второй опрос проводит, и люди видят, что изменилось. То есть какие проблемы ушли на первый, какие ушли на второй, какой на третий. Это и есть главный показатель работы власти. Насколько я знаю, Юнусбек Бангереевич даже учить в этом плане не надо. Он мне сегодня просто показывал, что именно такими процессами он сейчас и занимается. Это очень здорово. Это на самом деле мало кто в Российской Федерации ведет такую работу. Это очень важно, потому что через социологический опрос ты можешь почувствовать реально атмосферу населения. Безусловно, прямой контакт с людьми. Безусловно, приезжая в населенный пункт, надо проводить сходы граждан. Не посылать своих заместителей, а время от времени самому проводить сходы граждан. Слушать то, что говорят люди. То есть это и есть диалог с обществом, который должен вестись постоянно. Есть формы такие, как прямая линия на телевидении, когда руководитель, скажем, имеет возможность полчаса просто общаться в прямом эфире с людьми, которые задают ему вопросы. Есть другая форма, которая еще была придумана Рузвельтом, когда у него была такая, условно, час у камина, когда просто президент Рузвельт рассказывал своему населению Соединенных Штатов Америки о том, почему он то или иное действие сделал. Он не просил ответа, реакции, он просто рассказывал. Он говорит, я вот это делаю, потому что я вижу вот в этом какой-то залог успеха. Мотивацию давал людям, почему он совершает те или иные действия. И таких форм общения на самом деле очень много. Самое главное, не надо засиживаться в кабинетах, надо иметь диалог с людьми, и все получится. НТК Ингушетия, Булгучева Залина. На Кавказ приходят инвесторы, в том числе и зарубежные. Создаются центры по работе с инвесторами. Какие еще меры намерены предпринять власти для стабилизации инвестиционного климата? Ну какие же еще меры власти собираются принять для стабилизации? Я вот всегда всем рассказываю, что деньги, они не имеют национальной окраски, вероисповедания. Вот, деньги, она как женщина. Знаете, вот сейчас поймался на мысли, кавказская или не кавказская женщина. То есть вот, за деньгами надо, понимаете, вот, ухаживать, водить в ресторан, доказывать. И вот если женщина тебя проверила и сказала, я согласна, все, это значит, ты создал инвестиционный климат. Она тебе пришла, все, собственно, она сказала, я готова. А если ты придешь, стукнешь кулаком, ну-ка давай, заходи сюда, ко мне приходи, но это скорее похоже на какой-то другой инвестиционный климат. Это какой-то не инвестиционный совсем получается. Ну вот теперь представьте, вот мы такие классные, вот мы готовы к тому, чтобы сегодня инвестор пришел сюда.
разговаривать с ним. Потом надо потихонечку его приглашать сюда. Чтобы он просто по улице прошел, видел эту красоту. Сейчас будет замечательная башня, которая будет построена. Прекрасные улицы, шикарная гостиница. Вообще у вас красивая территория. Вот, он должен погулять, быть спокойным. Уверен в том, что, во-первых, здесь спокойно. Второе, он должен поднять трубку телефона и дозвониться в любой момент туда, куда ему нужно. А если у него связь не работает, или он никак не может дозвониться, опять проблема возникает. Он должен четко понимать, что если завтра у него встреча в Мюнхене, как он отсюда до Мюнхена долетит. Вы должны ему рассказать, как он отсюда долетит до Мюнхена в течение часа. Если он скажет, что он должен прилететь в Магаз, из Магаса пересесть, прилететь куда-нибудь там в Пятигорск, из Пятигорска прилететь в Москву, из Москвы переехать из одного потом в другой, он скажет: спасибо, мне уже не интересно, я уже закончил. То есть он должен быть мобильным. Это хорошо, ладно, в Европу, а если ему в Азию лететь? Вот вы представляете маршрут, какой вы должны проложить? Поэтому очень много предстоит сделать для того, чтобы инвестор в полном масштабе сюда пришел. То есть это не такая простая задачка, такая локальная. Приходите и вкладывайте деньги. Вот. Очень важно, еще раз говорю, многие крупные корпорации, компании работают на токийских биржах, кто-то работает на лондонской бирже, кто-то на нью-йоркской бирже. Представляете, что у вас интернет или вся вот эта система работы, взаимодействия должна работать 24 часа в сутки без перебоев. И, как правило, инвесторы говорят: ну, конечно же, нам выгоднее в Москве, но, конечно же, нам удобнее в Москве, потому что Москва – это хаб, потому что из Москвы в любую точку могу улететь, разлететься во все концы. Ну, приеду я к вам, ну, слушайте, вы мне обрубаете мою мобильность, вы не даете возможность мне быть оперативно действовать. Поэтому я поддерживаю Назбекову вещь, которая говорит: надо Магаз, международный аэропорт делать. Если будет международный, должен быть международный рейс. У него должен быть отсюда идти рейс, ну хоть один, но в Европу, в какой-то хаб. Он должен иметь возможность прилететь отсюда либо в Берлин, либо в любой европейский хаб он должен прилететь, для того, чтобы разлететься оперативно в любую точку земного шара. Вот через эти все вещи только так мы сможем привлечь западного инвестора. Вы мне скажете, большое количество фондов сегодня существует, арабских, не арабских, я всегда смеюсь. Говорю: почему все арабские фонды? В арабских фондах работают англичане. От того, что он арабский, это не значит, что он работает по каким-то другим законам. Там еще жестче, на самом деле, они контролируют эти деньги. Никакой вот этот западный фонд просто так, под доброе слово, под лезгинку или под честное слово вкладывать деньги в экономику не будет. Они 10 раз проверят. Они очень ответственно и очень аккуратно относятся к рискам, которые сегодня существуют. Поэтому нам предстоит пройти еще большой путь для того, чтобы с легкостью привлечь сюда инвестора. Поэтому, конечно, первый инвестор, который сюда будет заходить, это российский инвестор. А мы пока не умеем российского инвестора даже уговаривать. Мы ему хамим, мы бьем ему стекла, говорим, что нам не нравится, как он рейтинги наших памятников показал. Потом хотим, чтобы к нам пришел после этого инвестор. Да? Тяжеловато пока что. Тяжело вот так работать с инвестором. Поэтому вместе учиться, работать, встречаться. Это наша с вами задача. Роман Невоев, НТК «Ингушетия». Александр Геннадьевич, вы всегда в общении с журналистами, с молодежью указываете на то, что людям, помимо того, что нужны рабочие места, еще необходимо просто места для организованного досуга. Приводили в пример также американский Питтсбург, где просто люди уезжали из-за того, что нету места, где отдохнуть после работы. В этом плане у нас в Ингушетии такие же проблемы. Элементарно нету даже кинотеатров, чтобы сходить куда-нибудь. Какие меры принимаются для решения этого вопроса? Могут ли они как-то принять их? Спасибо. Я помню прекрасно этот вопрос. Я даже помню, как на Машуке ко мне подходил, я забыл парня, как зовут. Вот он, причем второй раз ко мне уже подходит на молодежном лагере. Мне говорит: ну вы же обещали в прошлый раз, что вы с Назбековым решим кинотеатр нам сделать. Ну, ребята хочется кино посмотреть в 3D там и так далее. В этот раз опять на Машук я приехал как раз с Дмитрием Анатольевичем. И опять он все. Он говорит: не-не, у меня вопросов нет. Я, говорит, просто кинотеатр жду. Как там с кинотеатром? Я говорю: понял. Буду, скажу обязательно. Вот. Ну, правы вы. Что я могу сказать? Правда это. Мы можем сколько угодно там строить школы там, и так далее, новые квартиры. Если некуда будет деваться вечером молодежи, негде проводить время, но это будет проблема. И не все решается иногда только спортзалами, не все иногда решается там, даже кинотеатрами. Особенно с учетом того, что все молодое поколение сидит в интернете, то те субкультуры, которые развиваются сегодня молодежные, но нельзя оставаться в хвосте, нужно сегодня и разрешать молодежи и по крышам твоего здания прыгать. Иначе они тебя
по дворцу будут скакать сверху, ничего ты не сделаешь. Они любят, что прыгают, кувыркаются. Паркур называется, по-моему, да, это такое вот молодежные всякие движения. А? На роликах у тебя будут кататься прямо перед этим. Они же такие. Попробуй догони их, тоже называется. Никакая полиция с ними не справится. Вот, поэтому действительно надо развивать. Что касается кинотеатра, я честно могу сказать, мы сегодня с Янусбеком Гречем разговаривали на эту тему. Вот, он рассказал о том, что, по-моему, сегодня есть 2 уже места существует, где сегодня можно показывать кино. Плюс «Матрица» есть такое место, я так понимаю. Это... В субботу я сам хочу пойти в кино. Задача такая поставлена, чтобы было, как в советское время, афиша, стоимость, касса. Ну, посмотрим, как это пойдет в субботу. Это одно место, где уже можно смотреть фильмы. А второе место – Нестеровский дом культуры, где тоже все по конному. В ближайшее время, я думаю, там тоже начнутся фильмы. Третье место – это летний амфитеатр, где мы чуть-чуть затянули с тендером, деньги выделены. Сейчас оборудование как поступит, там будет по вечерам и днем в том числе крутить фильмы. То, что мы приезжали, это открыто, где было. Да. Там где-то на 1500 человек спокойно можно показывать. Плюс вот частный объект, вот же великолепное здание. Мы сейчас ведем переговоры с хозяином. Думаю, что он уступит городу. Уже достигаем договоренность «Матрица» кинотеатр, который раньше для этого был построен. Тоже в ближайшее время запустим. Плюс у нас есть Магаз еще в 3D. Наверное, парень не знал, что у нас в Магазе 2 кинотеатра 3D. Ну, там по 30, по 40 человек, где очень мощно, очень красиво. Я сам там был. Очень красиво, хороший. Захватывающий показывать фильм. Но я то, что сегодня докладывал на нашем совещании, конечно, большая проблема в отсутствии культурных учреждений, даже нет Дворца культуры республики. Но опять же, я понимаю, что те дома культуры, которые в селах, это задача муниципальных образований, местных властей. И на следующий год мы закладываем типовой проект. Мы в Татарстане посмотрели типовые проекты модульных вот таких кинотеатров на 30 миллионов каждый, где-то 5 штук мы закладываем на следующий год в селах. Где там крупный населенный пункт. У тебя разрушенный завод какой-нибудь есть? А? Разрушенный завод какой-нибудь есть? Не, есть разрушенные объекты, есть. Не, просто вот разрушенный завод никому не нужно есть? Есть. Вот никого нужного нет. Там хозяин есть, но я понял смысл. Мы можем там в таком... В 21 веке им больше ничего не надо. Им надо, пусть даже форум будет разрушено, внутри ремонты делаются, и ребята делают там свои театры молодежные, делают свои какие-то секции, граффити, какие-то другие вещи. Вот денег не надо даже столько. И одним из таких предложений уже инициаторы, молодые ребята выходят, даже на автомобилях, как там в Америке там показывают, там экран вешают. Это не только в Америке, в Москве это уже практикуется. Проехали на машинах и просто, не выходя с машин, смотрят фильм. И такую вещь тоже хотим сделать. Поэтому будем идти вперед. Я думаю, что в следующем году, когда будет, я тоже в следующем году, может, и вас доставать вопросами уже не будет. Поэтому. Спасибо, спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Национальная телерадиокомпания «Ингушетия», Лейла Чахкива. Все мы знаем, что какая сейчас ситуация критическая. У нас какая критическая ситуация сегодня находится в Преамуре. То есть что происходит, что... И в связи с этим, то есть к нам на телерадиокомпанию поступает большое количество достаточно звонков от наших жителей, которые прямо сегодня готовы полностью принять жителей Преамурья, расположить их у себя и как-то полностью оказать, то есть, помощь. И вот, понимаете, вот в этом процессе мы бы хотели попросить вас помочь нам вот как-то срастить вот этот процесс, и чтобы мы непосредственно приняли участие, и чтобы жители Ингушетии могли помочь. Что могу сказать? Дай вам Бог здоровья. Я считаю, дай Бог здоровья всем ингушам, потому что это... Вы правда не понимаете, что такое, что там произошло? Там произошла трагедия. И сегодня вся страна вот как вот в едином порыве вот пытается помочь. Кто-то деньги собирает, кто-то помогает, какой-то регион помогает школы, дополнительные места создать, чтобы детишки приехали учиться. Понимаете, там страшно ведь другое. Вот сейчас зима наступит через месяц, а все по уши в воде. И даже если это все застынет, даже может быть, или даже если вода уйдет, эти линзы, которые образуются, даже дома вот разрывать на части. То есть нам государство физически не успеваем построить всю эту историю.
Я только могу сказать огромное спасибо передать вот от меня лично, да, я думаю, что и от правительства, жителям Ингушетии. Я обязательно, когда буду в понедельник докладывать председателю правительства, я обязательно дам предложение. Только единственное, Назим Ильич, я прошу, чтобы хотя бы как-то там сказали, там, сколько, кто, куда, кому это. То есть надо какую-то связь действительно сделать, чтобы люди могли поехать, какая-то делегация могла поехать, рассказать, показать. Но это, я считаю, это в 10 раз больше, чем идеология, которой мы будем заниматься. Там, и люди вы гораздо быстрее покажете, что такое Кавказ, и что Кавказ — это не только где стреляют, а на самом деле Кавказ — это там, где есть большая, глубокая культура и уважение к людям. Спасибо, это правда, это очень по-человечески. Все, спасибо всем большое. Спасибо.